Всем доброго дня, всем доброго вечера, утра, в общем, неважно какое время суток, вы на YouTube-канале Казахстанской Федерации Триатлона. А это значит, что снова я несколько минут у вас украду. Триатлон и дайджест, все самое интересное в мире спорта, а в частности в мире триатлона. Смотрим. ITU, Международная Федерация Триатлона, утвердила календарь этапов Кубка мира и чемпионатов мира на следующий сезон, на 2022 год. Но стартует он в 2021 году. Первый этап пройдет в Гамбурге, точнее в сентябре уже прошел. Затем по плану будет в ноябре Абу-Даби, 14-15 мая Йокогама. Заедет традиционно в Лидс, где 2 дня проведут атлеты. В Монреале, помимо того, что пройдет этап мировой серии, так еще и вдобавок будет чемпионат мира, включающий в себя смешанную эстафету. Затем после Монреаля Гамбург, Чэнду примет олимпийскую дистанцию, и заканчиваться будет все это финалом Гран-при в Арабских Эмиратах в Абу-Даби. Нужно отдать должное организаторам, они потихоньку начинают увеличивать количество эстафетных гонок командных. И помимо Лидса и Монреаля, также 9 и 10 июля в Гамбурге пройдет еще одна смешанная эстафета. Что касается Кубков мира, то там в принципе все те же имена, все те же привычные названия городов, которым мы прекрасно знакомы. Начнется, как всегда, это все на азиатском континенте: Миядзаки, потом Хуанде, Корея и Осака. Потихоньку будем перебираться из Азии в Европу, а там будет альтернатива, у кого остаться в Европе, либо же перебраться через океан и в Уаталько в Мексике провести свои старты. Не обойдется без Валенсии, не обойдется без Карловых Вар, ну и, конечно, снова все это вернется в Миядзаки. Из дебютных городов я бы отметил, наверное, Берген, норвежский, где, скорее всего, я думаю, организаторы ждут большой наплыв и болельщиков, и зрителей, и фанатов Блюменфельда. Он будет на домашнем, можно сказать, этапе проводить, и надеются организаторы, что там Блюменфельд покажет все свое мастерство. Также запланирован ряд гонок по паратриатлону, и нужно отдать должное, 5-6 февраля пройдет чемпионат мира по зимнему триатлону, пройдет он в Андорре. Так что вот такой достаточно насыщенный. Я бы не сказал, что это очень плотный график. У спортсменов будет время и восстановиться, и, может быть, где-то принять участие в других стартах. Но, как отметила Марисоль Касада, она рада, что график достаточно очень интересный, не совсем плотный, поэтому спортсмены будут успевать восстанавливаться между гонками. Мы же в ожидании, конечно же, календаря Казахстанской Федерации Триатлона на следующий сезон, и уже в предвкушении, где будут проходить первые и все остальные старты Кубка Тимирада. Упомянул я о Марисоль Касада, президента Международной Федерации Триатлона. Так вот, что касается этой девушки, она еще на этой неделе была избрана в исполком Международного Олимпийского комитета по определению зимних и летних Олимпийских игр. Достаточно почетная миссия. Теперь Марисоль Касада на правах с другими членами исполкома будет выбирать место следующей Олимпиады. Я думаю, что это очень почетно и ответственно. Вот так вот настолько доверяет лидерам и руководителям триатлона, что я думаю, что в дальнейшем, конечно же, будет развитие и популяризация данного вида спорта на Олимпиаде. Мы привыкли уже видеть ряд гонок на токийских играх олимпийских, но я думаю, что возможно, можем рассчитывать на увеличение дисциплин и, соответственно, на увеличение медалей в данной дисциплине под названием триатлон. Переходя к спортивным новостям, Мальорка в эти выходные принимала Ironman. Победителем у мужчин стал представитель Франции Леон Шевалье. Показав не самое выдающееся время в плавании, 14-е, но при этом 4-м стал на велоэтапе и показав 2-е место в марафоне, это позволило французу опередить своих конкурентов. В частности, на 56 секунд он опередил немецкого спортсмена Флориана Ангерта и на 6, практически на 7 минут опередил австралийца Камерона Вурфа. Итоговое время француза 7 часов 57 минут. Что касается девушек, то здесь Рут Эстел из Великобритании была лишь всего
лишь 9-й после плавания, но сумела здорово продвинуться на велоэтапе и показала неплохое время на марафонской. Ее финишное время 8 часов 59 минут и 15 секунд. Более минуты ей уступила обладательница второго места Жюстин Матье из Франции. Ну и тройку замкнула Кристин Лепольд из Германии. Это вот такие новости из Мальорки, где проходил Ironman Испании. Немножко от триатлона переходим к новостям велоспорта, точнее около велоспорта. Так, на днях во Франции начнется суд над фанаткой, которая на первом этапе Тур де Франс прошлого сезона создала аварийную ситуацию и подвергла опасности жизни не только болельщиков, которые находились рядом с дистанцией, но и самих гонщиков. Я думаю, что кто следил за той гонкой, за первым этапом, конечно, прекрасно помнит тот эпизод, который потом неоднократно смаковался, показывался во всех соцсетях. Девушка была в желтой куртке с табличкой, тем самым она привлекала внимание телевизионных камер, объективов прессы. Ну и вдобавок ко всему здесь еще и пелотон проезжал. В общем, все это случилось за, по-моему, 60 километров до финиша. И теперь этой девушке, которой 31 год, имя ее не раскрывается, грозит до 1 года лишения тюрьмы, плюс еще денежный штраф 15 тысяч евро. Сама девушка после того, как этот эпизод очень широко разошелся в СМИ, пришла в мэрию, созналась в полиции и говорила, что ей действительно очень стыдно, неловко, и какое-то время она даже не могла нормально себя чувствовать, в общем, полной депрессии и дискомфорта. Градоначальник Бреста отметил, что мы всячески понимаем ее вину, но никто не собирается с нее снимать какой-то ответственности. Поэтому весь суд, все будет проходить в рамках человечности. И опять же, все это будет делаться публично для того, чтобы люди видели и понимали, что и как обстоит. Так что ей грозит угроза жизни не только спортсменам, но и всем болельщикам, которые находились рядом с трассой. В общем, с этой новостью будем держать вас в курсе событий. Еще раз напоминаем, обязательно это, конечно же, безопасность в любой гонке, особенно где есть велосипеды, где есть технически сложный вид транспорта, либо же какого-то соревновательного момента. Вы своим присутствием также несете ответственность за его проведение. Компания ASO представила маршрут и карту маршрута Тур де Франс 2022 года. 14 октября в самом сердце Парижа, во дворце конгрессов, было многолюдно. Там можно было увидеть многих известных людей, связанных с велоспортом. Ну что, Тур де Франс 2022 года стартует 1 июля. Стартует он в центре Копенгагена. В Дании велогонщики будут находиться примерно 3 дня, после чего переместятся на север Франции. Но при этом заедут в Бельгию, Швейцарию, отправятся на юг Франции и затем финишируют на Елисейских полях. Это, если вкратце описать, велосипедное приключение рассчитано на 3328 километров, включая в себя 6 горных этапов и 5 финишей в гору. В общем, стоит нам ожидать очень любопытного и снова интересного гранд-тура под названием Тур де Франс. Вот таким получилась эта неделя, может быть, не совсем богатая на события в триатлоне или айронмене, но тем не менее мы постарались обхватить и захватить все самое интересное, что связано вот со всем миром триатлона. На этом все, будем прощаться, говорим вам до свидания, не забывайте подписаться, поставить колокольчик, комментарии также от вас приветствуются, ну и лайки и дизлайки тоже ждем. До новых встреч, болейте на здоровье!